Ассаламу алейкум, hurmatli o'quvchilar, hurmatli prezidium, birinchidan Rustam Hazratni qatnashuvchilarni 30 yillik yubiley bilan Haq masjid madrasasini tabriklayman. Sizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, o'qituvchilarga Alloh taolo yo'lida bizning Татарстан Jumhuriyatimizga, bizning Россия davlatimizga xizmatlarga Alloh taolo nasib qilsin. Я свое выступление обозначил как от суфийского просвещения до виртуального мадресе, трансформация вузов исламского образования, поскольку времени у вас не так много, я постараюсь очень кратко и постараюсь уйти от каких-то сложных теоретических вопросов, которые, наверное, в этой аудитории, в общем-то, освещать не стоит. И я хотел бы обратить на несколько моментов внимания, потому что вот мы часто говорим о становлении институтов религиозного образования, исламского образования, и упускаем один очень важный момент, а он, в общем-то, связан с тем, что первым значимым и, собственно говоря, фундаментальным институтом исламского образования был суфизм. Да? Какую бы критику там, в адрес суфизма сегодня вы не слышали от отдельных там, направлений и так далее, собственно говоря, даже их учителя, да, вот, и основоположники этих направлений, собственно говоря, выходили из этой системы суфийского образования, поскольку была такая неразрывная связь между мюридом, муршидом, устазом, учеником, шейхом и его последователем. В этом отношении, конечно же, это был вот куда более фундаментальная даже вещь, чем там, я не знаю, образование там, института Аль-Азхар в X веке. Да? И кроме того, вот такую значимую роль в этой традиции, конечно же, играл рукописный текст, поскольку сама, да, вот роль переписчика, да, вот эта передатчика книжной традиции, она была очень значимая, и даже вот любая такая рукопись фундаментальная, значимая, она всегда заканчивалась тем, что переписчик оставлял свое имя, да, с какой рукописи он переписал эту рукопись, где он ее переписал, к какому мазхабу он принадлежит и так далее и тому подобное. Конечно же, вот такая роль рукописной традиции, она очень резко меняется, когда в XVI веке появляется типографская традиция, имеется в виду традиция печати, да, текста, печатного текста. Я тоже не буду на этом долго углубляться, поскольку там был достаточно долгий период обсуждения, а как мусульманам стоит ли, допустим, печатать Коран, поскольку, допустим, и в Персии, и в Османской империи долгое время вообще было под запретом, да, печатания рукописного текста, тем более религиозного, тем более Корана, и одним из народов, который внес высочайшую роль в формировании именно печатной коранической традиции, это были татары, и Казан Басмасы, это действительно такая наше фундаментальное начало, поскольку именно Казан Басмасы во многом сыграл значимую роль для всего исламского мира в унификации коранического текста. И вот такая, конечно же, печатная революция, она приводила к тому, что широко распространялись книги, появлялись уже систематизированные учебники, да, упрощенные, доступные, расширялся сам процесс коммуникации, появлялись газеты, переводы, перепечатки, расширялось пространство коммуникации, и, конечно, отчасти это был и подрыв авторитета религиозной традиции для некоторых, да, поскольку, здесь пример джадидизма, академизма, он вполне показателен, поскольку вот академизм, джадидизм, его такая, противоречия были связаны не только с идеологическими какими-то контекстами, но в том числе с появлением новой традиции в передаче знаний. Если до этого шейх, рукописная традиция объединяла вокруг него небольшое количество последователей, да, то количество этих последователей увеличивалось, появлялся класс, появлялся мел, да, визуальное изображение этих букв и звуковая традиция, да, заучивания алфавита, алиф, бит, ти, джин там, и так далее, и так далее. И поэтому здесь вот роль, опять-таки, традиционного авторитета суфийского в индивидуальной передаче знаний, она всегда падала, и вот такая массовизация
вот этого знания, конечно же, она была связана с появлением печатного текста, который стал широко доступен для многих мусульман. Примером здесь, кстати, может являться в том числе и появление диабандийской традиции, вот мечеть, ну, медресе Девабанд в городе Девабанд, Индии, да, оно было во многом связано с тем, что появились возможности типографского воспроизводства текста. И вот даже есть такие картинки, да, фотографии, где там тысячи учеников, они заучивают вот этот распечатанный текст. И, конечно, для Юго-Восточной Азии вот эта диабандийская система медресе, она сыграла очень значимую роль, поскольку появилась возможность, да, обучать широкие массы населения. Однако, ну вот действительно, мне вот Рустам Хазарета такое замечание понравилось, что джадидизм, о котором мы говорим тогда, вот в прошлые времена, сейчас и на данный момент нам покажется уже таким консервативным академизмом, да, и действительно ничего не стоит на месте. И все это, конечно, очень быстро меняется в последующем. И это было связано, вот передача религиозной традиции не только с печатным текстом, но и изменением вот этой социальной традиционной структуры. И здесь, кстати, наверное, как-то даже знаменательно, что мы сегодня говорим о сохранении духовной традиции в Закамском регионе и в ее столице, в Набережных Челнах, поскольку, наверное, именно Закамский регион, и вот здесь коллега Айдар Хабудинов тоже заметил вот процесс индустриализации, КАМАЗ и так далее. И вот действительно вот становление такого городского урбанизированного пространства, оно тоже сыграло роль очень важную в передаче, ну, в многих трансформациях социальных. И, к сожалению, вот эта связь между поколениями, она ведь межпоколенческая. Кто нас учил читать Коран, кто нас учил читать там Ихлас сурасин кемеретти, да, эти абилярибиз бабайларабус. И когда вот это пространство межпоколенческих взаимодействий разрывается вот этими городскими пространствами, когда возникают вот эти многоэтажки, где уже доминируют нуклеарные двухпоколенческие семьи, да, потому что вот кто здесь постарше, мы все жили абиляр блен, бабайлар блен, бригада, бергайлада, яшедигез. Сейчас идет вот такой процесс урбанизации, и мы действительно стоим перед вопросом сохранения вот этой межпоколенческой традиции передачи знаний, языка и так далее. И вот в этом отношении, конечно же, Закамский регион во многом показатель, потому что, ну, по большому счету, вот эта ускоренная модернизация, урбанизация, она тоже имела вот обратную такую сторону, да, в разрыве межпоколенческих, межтрадиционных связей, в том числе в передаче и языка, и культуры, и религиозного наследия. Конечно же, конец 80-х, 90-х ознаменовался революцией также вот этой коммуникационного пространства, поскольку вот это крупногабаритные станки, они, к ним на смену приходят уже малогабаритные какие-то системы, ксероксы, копирование. Вот я все время, можно здесь даже вспомнить Валиулу Хазрета Якупова с книжками иман. Помните, вот как это все копировалось, да? И вот, конечно же, не только какие-то политические контексты, у нас очень часто вот у нас вспоминают, что религиозное возрождение происходило у нас на фоне там политических процессов, связанных там с Иранской революцией, с Афганистаном и так далее. Вообще-то религиозное возрождение проходило в том числе в контексте вот этих коммуникационных изменений вот этого пространства. И, конечно же, вот эти изменения, эти трансформации не остановились, они сегодня происходят. И сейчас, конечно же, во многом мы наблюдаем вот эту виртуализацию, да, на смену, ну, к нам на смену уже печатного текста приходит электронный текст, который воспроизводится виртуально в интернете, в смартфонах, в телефонах, в компьютерах и так далее. Кроме того, и религиозное образование во многом потеряло уже ту монополию, которая у нее была раньше религиозного образования, сегодня приходится конкурировать со светским. И даже вот эти традиционные институты, школы, колледжи, вузы, даже они, в общем-то, уже утрачивают роль в сфере вот социализации, просвещения и так далее, поскольку вот эта виртуализация этой жизни приводит к тому, что виртуальная медресе уже сегодня уже не фантастика, это уже реальность, да, и на самом деле, с одной стороны, мы видим множество плюсов, нет границ для знаний, общения, ускорения коммуникационных возможностей, но и другие, да, это подрыв авторитета хранителей знаний, да, это удар по таким, ну, личностным, человеческим, социальным взаимоотношениям, да, потому что уже нет вот таких
важных, значимых, ну, то, что психологи называют эмоциональных взаимоотношений даже между людьми, не говоря о том, что между там устазом, шейхом, учеником и так далее. И вот это важно, и важно действительно сохранить вот в контексте вот этой плюрализации знаний, трансформации социально-культурной, коммуникативной среды, сохранить вот эти традиционные формы взаимодействия и взаимоотношений внутри нашего исламского сообщества, внутри вот этой просветительской традиции, которая есть. Потому что сегодня, к сожалению, вот, это приводит к тому, что у нас иногда появляются какие-то непонятные книжки, кто где их как пишет, непонятно, это все выливается в интернет, это все перепечатывается десятки раз, и где источники, конкретные источники, да, вот этих аутентичных знаний уже становится непонятно, к сожалению. Это действительно такой большой и значимый вызов для мусульманского сообщества в том числе. Риза Рахмет Ихтибаргыс için да, Rıza Rahmet Erdoğan'a bir fiilen şomrik analiz yaparsanız tekrar başarılı oldu. Ona kutluyorsun.